собиралась на ветеринара поступать. И чё я? Сойду за бродячего пса с побитой лапой? Осторожно. Это не смешно вообще. Даже если у тебя не перелом, а просто сильный ушиб, может быть куча осложнений. Сидеть дома и ждать, пока это все само собой пройдет, это полный идиотизм. Все, мы с тобой сейчас едем в мои крестные. Нет. Да, она работает в травматологии. Она тебя посмотрит и лишних вопросов тебе задавать не будет, хорошо? Все, я вызываю такси. Вот, и я даже мечтала создать что-то типа волонтерской организации, которая подбирает покалеченных животных, помогает им, а потом отдает хорошим людям. Круто. Ого, ребят, привет. Здорово. Ай, прокатиться не желаешь? Ну, или тебе больше инвалиды нравятся, не знаю. Слышите, клоуны? Бабу я зафиксировал, а отчим нанял адвокатов. Так что за нанесение тяжких телесных вам светит минимум 2. Ясно? Напугал. Слушай, а ты вообще в курсе, кто мой отец? Да у моего отчима столько денег, что он и тебя, и отца твоего посадит. Веришь? Это мы еще посмотрим. Закрой рот, поехали. Егор, ты же сказал, что ты не будешь за помощью к отчиму обращаться. Не буду. Нужно было как-то этих уродов напугать. Зайдешь в гости? Иди садись. Ух ты. Давай лучше другой рукой. Ты тренируйся, тренируйся. Тебе полезно. А завтра купим китайскую еду и возьмем китайские палочки. Садюга. Еще какая. И давно ты в этом гадюшнике? В лицее? Вот с начала учебного года. Из-за чего они тебя травить начали? Да потому что я же не из вашей мажорской песочницы. Ты же мажора нашла. Ну, послушай, ты же можешь... Егор, нам с тобой разве поговорить больше не о чем? Вот мне уже и пора. Мама. А тебе приятного аппетита. Ну, жду тебя завтра. Буду всю ночь готовиться к мучениям с китайской едой. Хорошо. Я зайду. Пока. Мам! Я дома. Привет. Как дела? Нормально. Рассказать мне ничего не хочешь? Понятно. Тетя Валя уже доложила, да? А с кем это ты к ней приходила? Парень какой-то весь избитый. Ты что, с хулиганом встречаешься? Нет. Я шла по улице, а он ехал на велосипеде и упал. Ну вот и отвела его к тете Вале. Вот вечно с тобой какие-то приключения случаются. То ДТП рядом с тобой, то велосипедисты падают. Он хоть не на тебя свалился? Нет. Ты же видишь, что со мной все в порядке? Ладно. Сейчас будем ужинать. Я не хочу, я уже поела. С кем? С этим парнем? Нет. А я сыра поела, все нормально, я тебе сейчас разогрею. Не хочу, у меня аппетита нет. Чего ты как маленькая? Я сейчас тебя разогрею, с тобой поем. Ты знаешь, что твой отец в Париж улетел?
Нет. А ты откуда знаешь? Сам сказал. Я ему звонила насчет выпускного платья, а он... Ну ничего страшного, значит, обойдусь без выпускного платья. в Париж улетел. Всю жизнь мечтала туда поехать. А он туда эту свою повез. Мамочка. Я скоро пойду на работу, заработаю много денег, и мы с тобой едем в Париж вдвоем. Хорошо? Я звонила в лицей узнать, как у тебя дела. Сказали, ты заболела. У тебя что-то серьезное? Ты врача вызывал? Да нет, мам, там пустяки. Опять прогуливаешь, да? Мы же договаривались. Я тебя... Свет, дай мне трубку. Подожди, не надо, я сама разберусь. Сереж, Мам, алло. Дай мне трубку. Алло. Сереж, пожалуйста. Слушай, Егор, у тебя совесть есть вообще? Ну, правда, ты хочешь матери испортить отдых? Она уже готова ближайшим рейсом лететь назад. Тебя спасать. Да себя спаси! Привет. Привет. Ну вот, как обещала. Китайская лапша и к ней палочки. Я не знала, какую ты любишь, поэтому я взяла и с креветками, и с курицей. Я не хочу. А что у тебя рука не перевязана? Тебе же сказали врачи. Травмированной руке несколько дней нужен полный покой. Я никогда такого не пробовала, сейчас буду первый раз. Так что давай садись. Ты будешь садиться или нет? Я же сказал, я не хочу! Ну ты что, дура, ну зачем ты к нему поперлась? Может, его избили не из-за тебя. Сводила в больницу, все, хватит. И вообще, вы друг другу не нравитесь. Он мне очень нравится. А ты ему? Тед, ты прикинь, что будет с твоей мамой, если она узнает, что ты общаешься с сыном тетки, которая вышла замуж за твоего отца? М? Может, оно и к лучшему. Что у нас ничего не получится. У него есть друзья? Я не знаю, а ты? Я тоже не знаю. Может, в школу позвонить? Сиди. Что, болеет? Нет, его оставила в подарке записку. Голову морочит. Я со своим сыном сама разберусь, ладно? Конечно. Привет. Как съездили? Отлично. Подрался? Кто тебя побил? С велика упал. Ладно, мне пора, у меня контрольная. Ты опять не врешь? Да! Это нормально? Мамуль, Это нормально? его рано или поздно все равно попустят. Мам. Привет. Привет. Что-то ты поздно спохватился, занятия закончились уже. Да я в столовую заскочил. Просто... Ань,
Просто на меня очень наорал, я на тебя сорвался. Прости меня. Пожалуйста. А лапша безумно вкусная. У меня для тебя есть маленький сюрприз. Да? Ну, тогда показывай. Только он дома. В смысле дома? Ну, а здесь будут вопросы-ответы. Ну, смотри, такие придумал немножко смешные штучки. А это еще не активный раздел, и здесь будет рекламироваться твои услуги, когда ты уже станешь настоящим ветеринаром. Вот. Класс. Только я не стану ветеринаром. Я буду поступать на юридический. Погоди, а что это значит? А это значит, что моя мама хочет, чтобы я стала юристом. У нее проблемы с сердцем, и я больше не могу ее расстраивать. Так послушай, это же не проблема. Давай я с ней поговорю. Расскажу, что ты прирожденный спасатель, и что сегодня быть хорошим ветеринаром намного престижнее, чем быть каким-то там занюханным юристом. Да, это было бы очень здорово. Только ее насчет юрфака отец настроил. А его переубедить невозможно. Я думал, у тебя нет отца. Лучше бы его и не было. Ну, ты даешь. Не знаю, я, наверное, все бы отдал, чтобы мой папа был жив. Мне очень жаль, что он погиб. Мне очень жаль, что я не успел вас познакомить. Ты бы ему очень понравилась. Мои слова, твои стихи, мои алло, твои гудки. Давай на взлет, давай на перегонки. Под нами лед, над нами лед. Давай на взлет, беги. Назад, вперед, давай держать курки. А там цветы, а здесь киты. А там они, здесь я и ты. Давай взрывать, давай развалим мосты. Здесь высоко, здесь глубоко, здесь нету пустоты. Мои слова, твои мечты, мои права, твои черты. Твои слова, мои мечты, твои права, мои черты. Ира! Привет. Знакомьтесь, это Ира, вот моя лучшая подруга. А это тот самый Егор. Тот самый.
Привет. Привет. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Знакомься, это вот Егор. Очень приятно. Полина. Взаимно. Ирин, парень. Ясно. Ты домой скоро? Да. До свидания. До свидания. Анька, я уже пойду. Пока. Ирин парень? Ну, ты меня тоже со своими знакомить не хотел. При чем здесь это? Я с Мамаевым тебя знакомить не хотела. С мамой я бы тебя с удовольствием познакомил. Ну, у меня просто мама очень строгая. Я вижу. Ну, Егор. Ну, не обижайся. Я больше так не буду. Мама может увидеть. Ладно. Хорошо. Я пошла. Да. Ну хорошо, вы мне договор тогда скиньте на почту. Я завтра посмотрю. Нет, я в офисе сегодня не буду, да. Всего доброго. Приятного аппетита. Почему ты так плохо к нему относишься? Я? Ребенок потерял отца. Ты мог войти в положение. Я поговорю. Ты куда? Входить в положение. Привет. Что случилось? Ну, нет, просто хотел поговорить с тобой. Вообще-то у меня урок. Ну ничего, это буквально займет 5 минут. Я хочу поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Мы с тобой оба хотим, чтобы твоя мама была счастлива, так? И мы должны приложить для этого максимум усилий. Согласен? С тобой она счастлива не будет. Еще раз. С тобой она счастлива не будет. Еще раз. Мы с тобой хотим, чтобы твоя мама была счастлива. Еще раз. Не делай вид, что ничего не знаешь. Я 7 лет потратила на эту школу. Понимаешь? Чтобы теперь меня выжила какая-то шлюшка. Здравствуйте, я Нина Алексеевна. Он приехал вчера вечером. Собрал всех сотрудников, те, кто были на работе. Уволил я Нину. Сказал, что ты теперь директор. Король пельменей.
А где Вита? У нее свидание. С кем? С мальчиком из параллельного класса. Нормально, а кто разрешил? Я разрешила, а тебе обязательно все контролировать? Почему контролировать? Время? Как тебе мой подарок? Кстати. Что? Не понравился? Ты мог бы сначала у меня спросить, хочу я быть директором или нет. Мне просто нравится учить людей танцевать. Я спать. Антон. Юль, мне нужна твоя помощь. Что, с женой поругался? Да. Что ты делаешь? Паешься. Классно. Голос грустный. Ну ладно. Да, я тоже скучаю и очень жду тебя. Конечно, чуть-чуть осталось, не грусти. Ладно, давай. Да, я тебя тоже люблю, пока. У Виты все хорошо? Да, все хорошо, спасибо. С Егором надо что-то делать. Да. Да. Плохо сдал выпускные экзамены. Но выпускные не вступные. Но он не поступит на бюджет? Свет. Ну, поступит на платное. Ну, чего? Все решим. Хорошо. Ты нас бросил на произвол судьбы. А я одна с Аней не справляюсь. Ей 17 лет. Это трудный возраст. А почему ты не позвонила и не сказала мне, что Аня завалила экзамены? А ты почему не позвонил? И не узнал, как дела у твоей единственной дочери? Что? Или дети этой, как ее, твоей, теперь важнее, чем своя родная дочь? Где она сейчас? Где-то с Ирой гуляет и… Я не знаю.
Лена! Лена! Я Ира. А, Ира? Извини. Ты не знаешь, где Аня? Мы с мамой просто ищем ее. Не знаю, наверное, гуляет. Гуляет? Да. Да? Наверное, со своим парнем, да? Да. Как его? С Егором. С Егором. Ну, хорошо, спасибо. Егор Котляр? Котляр. Только вы это, пожалуйста, Ане не говорите. Она сейчас у него? Конечно, не скажу. Но ты, если что-нибудь еще про Аню знаешь, ты мне позвони. Хорошо? Позвонишь, да? Да. Обязательно. Да. Ну все, иди. Аня где? Папа? Собирайся, поехали. Так это твой отец. А вот. Давай быстрее, я тебя внизу жду. Еще раз увижу тебя с ней. Ну ты понял? Ты понял? Егор. Собирайся. Ань, когда ты уже начнешь думать? Папа. Мы с Егором любим друг друга. Повторяю вопрос. Думать, когда начнешь? Да ну он не знал ничего. Это ты маме расскажешь. Мама. Аня? Что? Эй, Аня! Что случилось? Все случилось. Какая теперь учеба? Во-первых, Егор мой ровесник. А во-вторых, я вообще имею право на свою личную жизнь или нет? Ты ворвался в чужую квартиру как бандит и устроил там скандал. Что? Во-первых, это квартира моей жены. Во-вторых, плачу за нее я, а не твой Егор. Да какая разница тебе вообще? Сережа, я ничего не понимаю. Наша дочь спит с Егором, сыном Светы.
Мне звонил Егор. Не сомневаюсь. Почему ты не сказал, что у тебя есть дочь? Разве тебе не говорил? Твой сын соблазнил мою несовершеннолетнюю дочь. Тебя это не волнует? Это еще неизвестно, кто кого соблазнил. Ах, вот так вот. Ты понимаешь, что он с самого начала пытается нас развести? У тебя паранойя. Ну, вспомни себя. Неужели ты бы стал встречаться с девочкой, чтобы позлить ее отца? Я другое. Значит так, я не позволю ему сломать жизнь моей Ане. А я? Что ты? Ну и как долго это продолжается? Да недолго. Егор только недавно в наш колледж перевелся. Мамочка. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Ты же знала, кто его мать. И что тебя это не остановило? Связалась с сыном этой стервы. Мам, ну я же влюбилась в Егора, а не в его маму. Вот как ты заговорила. Ну ничего, если со мной что-то случится, будешь ее мамой называть. Мам, ты чего? Ты чего такое мне говоришь? Я не понимаю. Ничего не случится. Что же делаешь, если я такая дура? Мам. Мам. А чего? Мамочка, мама. Ань, я тебе звонила, но ты трубку не берешь. К вам вчера скорая приезжала. Что ты с мамой? У нее инфаркт. Что случилось? Ей отец сказал, что мы с Егором встречаемся. Она меня теперь видеть не хочет. И Егор не хочет. И вообще никто не хочет. Привет. Тебя Аня прислала? Нет, я сама. Мы с тобой друзья? Можно выйти? Как ты? Нормально. Слушай, Егор. В общем, здесь такое дело. Давай мы расслабимся. Аш не виновата, что Мамаев ее отец. Угу. Просто я ненавижу, когда мне врут. И она мне врала. Понимаю. Она же могла сразу сказать. Да пошла она. Она ведь что? Она боялась, что у вас ничего не получится. Правильно боялась. Слушай, жизнь так все несправедлива.
Я ведь тебя первая увидела. В смысле? Помнишь, ты мне пиццу приносил? За эту пиццу половине города приношу. Я тебя запомнила. Ань. Ань, погоди. Ань, ну погоди. Я хотел поговорить. Егор, у меня мама в больнице. Сегодня мне наконец-то разрешили ее навестить, и мы поговорили. Она считает, что я ее предала. Тем, что со мной связалась? Да нет. Вот понимаешь, она его очень сильно любит до сих пор. И поэтому эта свадьба для нее целая трагедия. И ты поэтому все скрывала? Ну и поэтому тоже. Прости меня, пожалуйста. Ну ты меня прости. Ребятушка, вы что-то тут задержались? Быстренько на уроки. Поднимайтесь, поднимайтесь. Портфели свои не забывайте. Рассеялись тут. Привет. Ты о ней ничего не говорила? Нет. И не говори. Хорошо. Я не люблю. Да, слушаю. Извините, я должна была позвонить. В общем, я не знаю, как сказать. Это по поводу Ани. Что с ней? Она опять с ним встречается. Антон? Антон! Антон! Сколько тебе дать денег, чтобы ты исчез из города, а лучше из страны? Пошел ты.
Лен. Я не жаловаться пришел, а предупредить тебя, что ли. Уходи от него, мам. Иначе он и на тебя руку поднимать начнет. А чего ты так рано, любимая? Я за вещами. Уезжаешь? Куда? Я ухожу от тебя. Ты уверена, что ты этого хочешь? Да. Ты хочешь, чтобы твой сын кончил, как твой, как его, муж твой, Дима. Ты